Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда мин Эльвира Камалетдинова. Шушы көннәрдә генә Татнефть гаммәви акционерлык җәмгыяте районыбызга ярдәм йөзеннән үзәк сырыхауханәгә 2 кислород газификаторы җибәрде. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Пандемия чорында кислород баллоннарына ихтыяҗ аеруча зур, чөнки соңгы вакытта авырулар санының артуы сәбәпле күбесен кислородка тоташтыру таләп ителә. Нефтчеләрнең бу бүләге эшне күп тапкырга җиңеләйтәчәк, шул ук вакытта медицина хезмәтен күрсәтү сыйфаты да икеләтә яхшырачак дип белдерде баш табиб Илдар Шихапов. Последние несколько месяцев возросла потребность в кислороде в условиях временного инфекционного госпиталя, в условиях реанимации. И для нас, конечно же, было очень важно приобрести вот эти большие концентраторы, емкие, по 500 литров каждый. В чем заключается плюс данного приобретения? Это то, что последние 2 месяца мы круглосуточно эксплуатировали, можно сказать, наш персонал, наших мужчин, работающих в ЦРБ. То есть в каком плане? Они у нас каждые 2 часа, каждые 4 часа меняли кислородные баллоны. Просто для понимания, каждый кислородный баллон весит, заправленный кислородный баллон весит более 100 килограмм. Ну и соответственно, для того, чтобы поменять хотя бы один кислородный баллон, его еще нужно принести, поднести, забрать старый, вытащить. То есть заставляет массу неудобств. Ну и плюс нужны физически сильные люди. Ну, конечно же, это было очень неудобно, особенно если мы говорим это про ночное время. То есть ведь мы должны эту работу должны были выполнять круглосуточно. Әйтергә кирәк, әлегә 500 литрга исәпләнгән газификаторның берсе 80 кислород баллонын алыштырачак. Һәм ул кызыл зона белән реанимация урнашкан биналар янәшәсендә урнаштырылып, медицина хезмәткәрләренең эшен сизелерлек җиңеләйтәчәк. Мәгълүм булганча, Татнефть җәмгыятенең пандемия чорында маскалар, препаратлар һәм җиһазлар белән ярдәм итүенә өстәлгән тагын бер игелекле гамәле бу. Декабрь айы тулысы белән хәйрия айы дияргә дә мөмкин. Быел районыбызда ул 4 декабрьдә хәйрия марафоны белән башланып китеп, ай буе дәвам итәчәк. Районда бүген 3711 физик мөмкинлекләре шикле булган кеше яши. Шуларның 260-ы балалар. Алар даими рәвештә ярдәмгә мохтаҗ. Хәйрия марафонында да хезмәт коллективлары айрым кешеләр район җитәкчелеге тарафыннан 1 сәгать эчендә 700 мең сум акча җыелды. Хәйрия фондына хезмәт коллективларыннан ярдәм әле дә дәвам итә. Инвалидлар 10 көнлеге уңаеннан район башлыгы шәхсән үзе дә гаиләләргә барып, яңа елга кыш бабай күчтәнечләре тарата, гаиләнең хәле, мөмкинлекләре белән таныша, якыннан аралаша. Дүшәмбе көнне ул шулай ук физик мөмкинлекләре шикле булган балалар тәрбияләүче гаиләләрдә булды. Кичә ул район советының утырышлар залында елдагыча шундый гаиләләрдә яшәүчеләр белән очрашты. Уртага салып күп кенә мәсьәләләр хакында да сөйләштеләр. Әти-әниләрнең район башлыгына сораулары, гозерләре күп иде. Һәр кемнең дә үз авырлыгы һәм үз мәшәкате булса да, аларның һәр кайсысын сәламәтлек, дәвалану курслары, реабилитация, акыл һәм физик үсешләренә ярдәм күрсәтү кебек мәсьәләләр борчый. Район башлыгы Марсель Шайдуллин сорауларны өйрәнеп, мөмкинлектән чыгып ярдәм күрсәтәсен белдерде. Инде күп кенә гаиләләрнең теләге булган балаларны ипподромга йөртү мәсьәләсе инде хәл ителде дә. Бердәм Россия сәяси партиясының Азнакай җирле бүлегендә партиянең 19 еллыгы уңаеннан депутатлар һәм җитәкчеләр катнашында гражданнарны кабул итү үткәрелә. Кичә шундый кабул итүләрне Пенсия фонды идарәсе һәм халыкны эш белән тәэмин итү үзәге җитәкчелеге үткәрде. Әлеге 2 оешма халык өчен әһәмиятле һәм мөһим оешмалар булып санала. Шуңа да райондашларыбызның аларга гозерләре, сораулары һәр вакыт туып тора. Гражданнарны кабул итү сәгатьләрендә белгечләргә дистәләгән райондашыбыз мөрәҗәгать итеп, үзләрен борчыган сорауларны җиткерделәр. Урында ук компетентлы белгечләрдән җаваплар да алдылар. Әйтергә кирәк, халык белән мондый аралашу сындырган мәсьәләләрне хәл итү нәтиҗәле алым булып тора.
Ознакай халкы Леонид Иосифович Маркинзонны хәтерлигенә түгел, сагынып иске ала. Чөнки ул гаҗәеп игелекле, намуслы җитәкче шәхес иде. Аның гомер юлы Ознакай җыллык шелтәре предприятиесе белән бәйле. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Шәһәребезнең Дуслык микрорайонындагы яңа урамга аның исеме бирелүе бик урынлы һәм күркәм күренеш. Ә инде Татарстан Республикасының атказанган энергетиги буларак Леонид Иосифовичка истәлек стелласы да ачылу, аның исемен тагын да олылап мәңгеләштерелде. Тантаналы чараны район башлыгы Марсель Шайдулин ачып, Леонид Маркинсонны аерым бер җылы хатирәләр белән искә алып чыгыш ясады. Почетный гражданин Азнакаевского района, заслуженный работник энергетики, очень много медалей, орденов у него было. Вот такая легендарная личность, руководитель АПТС. Сам он родом из Украины, с Одессы. Вот здесь в Азнакаево очень много он сделал для людей, для нашего города, для нашего района. Вот АПТС, вот теплоснабжение, водоснабжение города, района, наверное, и поселка Актюбинский. Вот он создавал это предприятие. Биредә шулай ук Леонид Иосифович белән бергә эшләгән предприятие ветераннары, туганнары, чордашлары, район җитәкчелеге катнашып, матур хатирәләр белән уртаклаштылар. Тантаналы шартларда 1970-2001 еллар арасында Азнакай җыллык шелтәре предприятиесе директоры, Татарстан Республикасының атказанган энергетиги Леонид Маркинзон стелласы ачылып, аңа чәчәкләр салынды. Бу аның исемен мәңгеләштерүнең матур бер үрнәге булды. Узган җомгада Мая газетасы редакциясе әбүнәчеләр арасында сертификатлар уйнатты. Маяк редакциясенең газета укучылар арасында төрле бәйгеләр үткәреп, бүләкләр уйнатуы инде матур бер гадәткә әверелде. Бу юлы ул Мая газетасына языл һәм сәламәтлегеңне ныгыт дигән шигырь астында узды. Бүләкләр шәптән иде. Азнакай санаториясына юллама, медклиникада анализлар тапшыруга һәм кардиомед табиб-кардиолог консультациясенә сертификат уйнатуда катнашу өчен 702 әбүнәче газетага язылганлыгын раслаган квитанция күчерелмәләрен җибәреп, әлеге бәйгедә катнашты. Чара бик оешкан төстә матур һәм гадел барды. Аны сәнгать мәктәбендә шөгыльләнүче яшь баянчы Денислам Миньяров матур көйләре белән ямьләндереп торды. Денислам бирегә Мәсгыт авылыннан килеп шөгыльләнә. Илебезнең күп кенә шәһәрләрендә узган бәйгеләрдә катнашып, күп тапкырлар җиңү яулаган талантлы баянчы ул. Ә җиңүчеләргә килгәндә санаторийга юлламага Тымытык авылыннан Рәфис Гайфуллин лаек булды. Медклиникага сертификатка Халисә Хамидуллина, кардиомедныкына исә райондашыбыз Наталья Заспенко ия булдылар. Бәйге җиңүчеләренә дүшәмбе көнне Маяк редакциясенең баш мөхәррире Фәрхәт Шәйхулов бүләкләрне тапшырып, алга табада уңышлар һәм сәламәт булып, Кыш бабай акциясендә дә катнашырга чакырды. Тагын шунысын да хәбәр итәбез, 13 декабрьгә кадәр газетага ташламалы бәядән язылырга мөмкин. Шушының белән сезнең игътибарга әзерләнгән материалларыбыз тәмам. Исән имин булыгыз.
1942 год. 112-я кавалерийская дивизия участвует в сражениях на рубеже деревень Алешки и Малые Барки. Один из бойцов, Ахмадулла Идрисов, проезжая мимо одной из деревень, заметил небольшой сток сена и решил накормить уставшего коня. Это увидел председатель местного колхоза и пожаловался в особый отдел дивизии. Вечером солдат отыскали, арестовали, обвинив в хищении колхозной собственности. Рано утром Ахмадуллу Идрисова подняли, связали за спиной руки и повели на расстрел на край деревни. Ахмадулла Идрисов встал на колени и вполголоса прочитал суру «Ясин». Но едва он произнес «Аллаху Акбар», как услышал доносящийся издали голос командира своего эскадрона. За ночь командир обежал вышестоящее командование и начальство особого отдела, убедил их в отсутствии у солдата корысти и лично поручился за него, назвав особо отважным бойцом. Папа был призван из Башкирии. Ранение он получил в 1942 году. Авиабомбежка была, ранила его ногу, ампутировали ногу в Москве. Мама всегда говорила, что живой он вернулся только благодаря тому, что вот Раиса Ахметовна, мама Ильяса, день и ночь говорит, вот как вот заладит с утра до вечера, лишь бы папа пришел с войны живой, хоть без ноги, хоть без руки. Ильяс – внук Ахмадуллы Идрисова. Спустя менее чем полвека его также назовут отважным бойцом, а его судьба будет так похожа на судьбу деда. История школы – это история людей. В этой обычной средней школе Вознакаева есть особые даты. Каждый год, в день вывода советских войск из Афганистана, в школе собираются люди. Бывшие выпускники, армейские товарищи, родители детей, не вернувшихся с той кровавой войны. Это не открытый урок мужества или патриотизма, это урок истории. Уже прошло много лет, как закончилась война. Но эхо Афгана в этой школе слышно до сих пор. Да, это класс, в котором я учился с 5 по 10 класс. С 5 по 10 класс класс немножко по-другому выглядел, но сейчас более современный. Третья парта его была около окна. Очень были дружные, никаких ссор, никаких драк, ничего не было. Очень много было способных ребят, и у них было какое-то соревнование между собой. Ну, мы в классе на 9 учились, или 8 ли, это было весной, по-моему. Гельфанова Фаниса, как раз он жил вот буквально в соседнем квартале. Вся школа вышла, когда его провожали в Пасете. Это был брат нашего вот с параллельного класса, Рустама, брат. Гельфанова Рустама, да, брат был Фанис. Вот как раз его там тоже мемориальная доска есть у него на входе. У Фаниса погиб в Афганистане. Тогда уже знали, что есть афганская война. Гельфанов был в моем классе. Тоже я классный руководитель, да, Гельфанов. Их трое было в семье. Он старший. Мама одна, папа нет, папа умер их. Все на нем. Мама работала много, а он помогал. Вот он первый был помощник мамин. Где-то, наверное, недели 2, что ли, оставалось до того, как он должен был вернуться. Он погиб прям под конец под самым. Уже маме написал письмо: не пиши, я возвращаюсь.
Привез его офицер и сказал, вот что он сказал ему, нам рассказал, как он погиб. Он говорит, ну вот где-то они попали в засаду, и он сам остался. Он сказал, те молодые, им еще жить, и они не смогут удержать. И остался сам. Здесь было очень много народу на его похоронах. И тогда, вот знаете, как получилось? Отомстим. Вот это слово я очень часто слышала потом у них. Отомстим. После этого еще и Латыпов, вот Фаяс уехал туда, тоже погиб он. – 1984 год. К этому году, еще находясь в Азнакаеве, наши многие товарищи по сборной по боксу попадали служить в ряды Советской армии и попадали служить в Демократическую Республику Афганистан. Возвращались, были погибшие. Погибшими оказывались достаточно близкие товарищи, с кем мы вместе занимались боксом, старшие наши друзья. И это отложило определенный отпечаток в формировании юноши. Мне казалось, что если мой ровесник где-то с оружием в руках выполняет воинский долг, то я непременно должен быть обязательно в этих рядах. Потому что, ну как вот так, он придет, скажет, вот я служил там, а ты где был в это время? Илья Сафин родился в 1967 году в рабочем поселке, ставшем впоследствии городом на юго-востоке Татарстана Азнакаево. Семья была обычной, советскими ценностями и татарским укладом жизни. Мама постоянно оперировала, мама была всегда у операционного стола, отец на работе. Я был сам себе предоставлен, и поэтому вот посещение музыкальной школы, класса аккордеон, после занятий, в которые я бежал на секцию бокса на крыльях, конечно же, бокс был для меня самым главным. Но условием родителей было, если ты хочешь заниматься боксом, значит у тебя в учебе должно быть все в порядке. Поэтому для меня был стимул, мотив, я был мотивирован хорошо учиться в школе для того, чтобы не было преград для посещения секции бокса. Детство и юность проходили в дворах поселка, полных детворы разного возраста, играющий в футбол, хоккей, в караван верблюдов, в лапту и другие игры. Хоккейная коробка, футбольные поля, подвалы и чердаки домов были неизменной средой обитания азнакаевских ребят, объединенных в команды по территориальному принципу. Наша среда, она была достаточно жесткой. За себя надо было всегда постоять. Улица, двор – это было сообщество. И ты, проживая в каком-то дворе, ты уже представлял сообщество своих близких товарищей. И была некая площадка, где собирались представители разных дворов, и безусловно, надо было демонстрировать свою доблесть и отвагу. Бокс это было нечто точно не применительно к улице, не для того, чтобы его использовать на улице. Нет, абсолютно. Это еще был входной билет в среду за пределами Азнакаева. То есть возможность выехать на соревнования, увидеть мир, общаться с ребятами из других городов, выигрывать. И, видимо, какая-то поддержка собственной самооценки, стремления, какие-то планы на будущее. Вот все это было связано с боксом. Кубок областного совета мы в Зеленодольске завоевали. Значит,
Один зеленодольцев, только 48 человек выставил команду, 48, там 4 тренера. Мы со своими ребятами этот кубок завоевали. Ильяс, он, когда пришел, сам по себе, он ничем практически не отличался от своих сверстников. У него еще как таковой техники не было. Но самое ценное в нем, это был его характер. Он такой парень целеустремленный был, мальчишка. Он, в общем-то, и воля к победе у него потом начала проявляться. Когда было трудно, в ринге всегда бывает трудно, особенно когда прижимают, значит, соперники в углу. Вот. Самое ценное для боксера — это мгновенно, в считанные секунды надо находить самое единственное правильное решение, как поступить дальше, чтобы не быть побежденным. Вот это вот качество у него всегда, в общем-то, присутствовало. Уже до армии же он стал кандидатом в мастера спорта. Он выиграл союзный турнир. В июне 1984 года Ильяс Сафин получает 5-бальный аттестат и уезжает из Азнакаева в Москву. Его цель – поступить в Институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. В народе его еще просто называли «керосинкой». 17 лет юноша, заканчивает школу, есть разряд кандидат в мастера спорта. Как дальше выстроить свою жизнь? Мама врач. Если идти по пути медицинской стратегии, то надо поступать в Казанский медицинский институт. Надо хорошо знать химию, любить биологию и прочее. Другой путь – нефтяной институт, по пути отца. Казанский химико-технологический институт или Московский институт нефти и газа имени Губкина. Мне хотелось оказаться в Москве. И медицина для меня является очень тяжелым трудом, глядя на мамин труд, на труд ее сестер, которые тоже являются врачами. Мать Ильяса, Раиса Ахметовна, это очень большой след оставила в Азнакаевском районе. И сегодня ее все население помнит. Раиса Ахметовна. Новый роддом, это при ней строился новый роддом. Это единственный в республике самый первый роддом новый построили тогда. Это по ее настойчивости. Успешно преодолев вступительные экзамены, зачисленный на первый курс керосинки, Ильяс поселился в трехместной комнате одного из корпусов студенческого городка. У меня в комнате в студенческом общежитии жил туркмен, ему лет было 27 где-то. И к нему приходил его земляк, соотечественник, который служил в Афганистане. Он был ранен и хромал, был немногословен, но я все-таки его на какие-то откровенные разговоры вытаскивал, и он мне рассказывал о службе в Афганистане. Мне всегда это было интересно. Я стал писать заявление нашему военкому, который меня выгонял. Но в итоге я его дожал, он подписал мое заявление, и спустя какое-то время я, уже находясь в поезде, который шел на юг, понял, что он свое слово сдержал. Почему двигаемся как беременные, я не понял! Почему там задержка? Разведывательную роту, куда попал Ильяс Сафин, от других подразделений отличали плотный распорядок занятий и строгая дисциплина. На протяжении всего периода подготовки к службе в Афганистане курсанты разведроты регулярно пробегали многокилометровые марш-броски под раскаленным солнцем с рюкзаками, наполненными песком или камнями. Или в обнимку со свернутыми матрасами и одеялами, но уже в ночное время. И вот он, Афганистан. Погруженные на КАМАЗы войсковые разведчики пересекли знаменитый мост через Амударью и прибыли на взлетную площадку приграничного с СССР афганского города Хайратон. Оттуда, через несколько часов, бортами Ми-8 молодые разведчики были переброшены на аэродром Кундуза в северо-восточной части Афганистана.
149-й гвардейский мотострелковый полк, куда Ильяс Сафин попал служить, был постоянно задействован в разных по масштабу войсковых операциях. «23 августа 1986 года. В зоне афгано-иранской границы была объявлена операция под кодовым названием «Западня». Это потом ее назовут самой масштабной и самой успешной операцией советских войск в истории афганской войны, которая была проведена с минимальными потерями. В западной провинции Афганистана Герат находилась крупная позиция полевого командира Исмаила Хана. Это было самое настоящее логово душманов, с огромной базой оружия и боеприпасов. Солдатам 149-го мотострелкового полка необходимо было провести боевые действия в горной и равнинной местности, близ населенного пункта Кокари-Шаршари. Это место среди солдат-афганцев называлось Гибловым, потому как у противников именно здесь находились самые сильные оборонные укрепления. Бортами военно-транспортной авиации нас доставили из нашего региона в абсолютно противоположный регион. Операция была продиктована тем, что на западе Афганистана был создан укрепрайон западногерманскими и иранскими инженерами-фортификаторами. Вся перевалка оружия, боеприпасов, которая шла с Ирана, она шла через вот этот базовый район Кокари-Шаршари. Было общее решение о том, что необходимо ликвидировать вот этот базовый район. Солнце в зените, жара выше 60 градусов по Цельсию. Раскаленные до багрового цвета непрерывной стрельбой оружейные стволы дымились, отдавая запахом жженой сметаны. Боеприпасы были уже на исходе, а боекомплекты снаряжены последними патронами. Вода закончилась сутки назад. По вертолетам, сбрасывающим спасительные боеприпасы и воду, враг нещадно бил из гранатометов. Высота, на которой были оборудованы опорные пункты басмачей, обеспечивала огневое господство над позициями наших подразделений, не давая поднять солдатам головы. Ильяс, сославшись на знание горных троп, убедил ротного назначить его старшим группы. Ранним утром они выдвинулись вперед. Но как только мотострелки оказались на высоте, его подразделение попало под массированный обстрел врага. Скрыться от пулеметной очереди практически было некуда. Весь участок, в том числе и отходные тропы, были заминированы врагами. Солдат буквально разрывало на куски. Ильяс с заминированного участка на себе вынес 3 раненых товарищей. Но сам вновь ринулся в бой. 3 я вытащил сам, да, сам вытащил, сам перевязал. Так сложилось, потому что, ну вот так просто сложилось, что это 3 пришлись на меня. Через 2 суток, да, уже я сам подорвался, и тех ребят, которых я сам вытащил с поля, я уже настиг в госпитале, но с более тяжелым ранением. Но когда подорвался, тогда и подумал, что уже все. Ильяс Сафин в тот момент понимал, что его ранение было настолько тяжелым, что теперь он является обузой для своих товарищей. Бои шли в горах. Его транспортировка была практически невозможна. Вытащить его из зоны обстрела можно было только вертолетом. Но маджахеды не давали шанса вертолету приземлиться. Он принял решение, подозвал своего близкого товарища и попросил разрядить в него очередь из автомата. На войне мыслишь категориями практичности, да? И по отношению к себе тоже. Ты понимаешь, что если тебя нужно оттуда эвакуировать, это надо отступать на высоты тыловые, а тропы к ним минировались, когда мы эвакуировали раненых или
возвращались за боеприпасами на тыловые высоты, мы теряли людей. Поэтому осознание того, что там, ребята могут пострадать. Из-за вас. Ну да. Тащили ребята, меня и причем передавали от позиции к позиции, потому что мы были прям вот в лоб, а остальные подразделения, они были растянуты, поэтому там одна рота передавала другой, другая рота другой, третья другой. Когда очнулся, вот этот большой белый свет от ламп в операционной, во-первых, и ушел. Пришел в себя в реанимации и с чувством голода. Я понял, что я очень голоден, хочу есть. Ну и, безусловно, я посмотрел, сколько от меня трубок выходит, отходит. И, конечно же, все это было очень жутко. И, конечно же, висел вопрос, а вообще, ну, вот это все, зачем это? Из госпиталя позвонил родителям. Долгое время скрывал от них всю правду. Говорил, что ранение легкое, но они догадались сразу, что все гораздо сложнее. Дальше идет процесс самоутверждения, процесс реабилитации, в том числе и психологической. Потому что процесс психологической реабилитации – это не менее важный, чем медицинской. И ответственность перед родителями, причинить им такое горе своим ранением, своим этим собственным решением идти в Афганистан. И причинить столько горя родителям, мне до сих пор за это стыдно перед родителями. Но я, к сожалению, по-другому не мог поступить. Уже прошли десятилетия с того февральского дня, когда последний солдат покинул обожженную огнем многострадальную афганскую землю. Ильяс до сих пор уверен, что решение, принятое им в 19 лет, было правильным. Дауди буквально встал на ноги. Именно тогда он сменил фамилию, выбрав Дауди, что с персидского означает «строитель» или «кузнец». Свою вторую жизнь он ковал сам. Нашел в себе силы окончить институт. Вот уже долгие годы Ильяс Дауди живет в Москве. У него большая семья, 5 дочерей и сын. Дауди-младший, его гордость, пошел по стопам отца. Так же, как и отец, оставив университет, ушел на службу в ряды вооруженных сил. Был разведчиком-снайпером в 45-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения ВДВ. Спустя 20 лет, в 2009 году, Ильяс Дауди был удостоен звания Герой Российской Федерации. И здесь, в мирное время, тоже есть свои трудности. Надо бороться, не расслабляться, бороться. И понимать, что ты живешь не только ради себя, а во имя памяти родителей и во имя будущих поколений.
Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шайхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», Деканевче, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.